Всем здравствуйте! На телеканале Якутия-24. Программа «Мы вам покажем». Сегодня мы находимся в швейном цеху. Швейный цех, в котором работают добровольцы, женщины, прекрасные женщины, матери, сестры, бабушки наших мобилизованных граждан Якутии. И рядом со мной Ирина Егоровна Савина. Ирина Егоровна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, как давно был организован ваш цех и сколько сегодня здесь трудится человек, да? Да, у нас как получилось? У нас, в общем-то, мы с 1 октября так-то уже на базе КР. Сначала организовались, потом что-то стало там тесновато. Все-таки в чужом доме находились. Но потом мы попросили наше правительство, чтобы нам как-то помогли именно с помещением. Но они пошли сразу навстречу, и тут же нам предоставили вот технопарк. И сейчас у нас трудятся в основном женщины-пенсионеры, но не в основном, а действительно женщины-пенсионеры. В рабочие дни у нас постоянные, как бы уже свои работники. Они приходят с 8:30, хотя мы с 9 работаем, но все-таки мы дети советского времени, как-то к порядку привыкли. И они работают до 2 часов. Потом уже вторая смена как бы идет. Ну вот автоматом, вот так как-то плавно все друг друга сменяют, да? Друг друга сменяют, но никто никого не заставляет. Тем не менее, женщины с такой охотой все приходят. Ну, тут мы общаемся, тут и решаем, тут и шьем. В общем-то, это фанаты своего дела, естественно, тут собрались. Простой человек не может стать добровольцем. Да, у каждой женщины своя история. Они все бабушки, мамы. Конечно, у некоторых внуки уже там находятся в СВО. Ирина Егоровна, ну если так посмотреть, там очень много достаточно одежды, да, которую вы готовите, шьете, что там конкретно? Ну, в общем-то, я в тот раз... Теплые вещи. У нас как-то идея появляется сама по себе. Вы сами придумываете, да, что можно, что нужно. Как я сказала, что у нас женщины сами, хотя у нас специалисты, как швейных дела, у нас 2-3 человека, а в основном они любители, но тем не менее фанаты своего дела. И каждый что-то придумывает, каждый кто-то вносит привносит какие-то идеи. И у нас в тот раз я посчитала, сколько у нас наименований, оказывается, у нас где-то 11-12 наименований предметов уже. Вот сегодня у нас, например, нательные вот эти лежат, как называется это, ну, раньше они кальсонами назывались, сейчас как-то по-другому называется. Основная у нас, основные вещи, которые мы шьем, это кенчи, это теплые флисовые костюмы и балаклавы. Основная вот это. И также мы шьем рюкзаки, сидушки, лежаки. Бывает, что и спальные мешки. Ну, по мелочи там, конечно, вот так, если посчитать, конечно, получилось, что где-то 11-12 наименований. Ну, это достаточно так, немало, да? Да, я думаю, что мы стараемся внести свою лепту. Мы все женщины так. Мамы, бабушки. Вот хотелось бы, чтобы дети там не замерзали. Главное, вот это наша задача. Было тепло. Было тепло. Да. Ирина Егоровна, и сегодня вот вы любезно согласились, да, продемонстрировать нам пошив очень нужной вещи зимой, весной, осенью, да, очень теплая балаклава называется она, да, я думаю, все знают, что это такое. И вот сейчас, пользуясь как раз случаем, моментом, Ирина Егоровна нам покажет, как ее сшить. Мне кажется, что довольно просто. Любой сможет, если захочет, имея машинку. Да, имея машинку и кое-какие навыки. Мы первое время действительно было очень как-то, как балаклава шьется, мы об этом не знали действительно. Потом мы все-таки с интернета все-таки раскопали, нашли. Вот теперь вот благодаря интернету мы уже у нас есть выкройка, по этой выкройке мы и работаем. Вот сегодня я вам покажу. У нас, например, есть вот такая хорошая вещь. Что это за инструмент? Это по резке ткани. Сейчас увидите. Ничего себе. Вот такая вещь. А то в тот раз, когда приходил к нам
навстречу Лепчиков, ну, он, короче, руководитель оперативного штаба нашей республики. Он приходил на встречу с нами, увидел, чего нам не хватает. Вот любезно Как нам, здорово. любезно нам предоставил вот такую вещь. А то действительно стоять целыми днями, кроить, это очень сложно. Целыми днями стоять действительно в нашем возрасте очень сложно. Ну, тем не менее, мы стояли, целыми днями кроили. Но после этого, конечно, нога гудит, болит. Вот сейчас с этим аппаратом нам стало намного легче. Вот у нас получилась уже задняя часть. Балаклавы тут уже 2 штуки. Уже 2. Уже 2, ага. А материал у нас флис, да? Материал у нас флис. Зимнее время, конечно, флис лучше. Ну и детям своим могут на Новый год подарок очень хороший получится. Да. Вот, мужьям своим. Это очень быстро, так что... Очень экономит время, оказывается, этот инструмент, да? Да, И очень. силы экономит. И силы, да, действительно, тут не целыми днями нужно стоять, а время очень быстро. Ирина Егоровна, а вы вот, если о себе рассказать, да, вы чем занимались в жизни? Я вообще-то не швея. Ну, я, как можно сказать, последние 8-9 лет я проработала в театре оперы и балета костюмером. А так, всегда я занималась действительно общественной работой, где бы я ни находилась, в какой бы работе я ни работала. Я всю жизнь себя знаю такой общественницей. Общественница. Никогда не стояла от общественных дел на стороне. Всегда старалась быть как-то полезным людям. Тоже в театре оперы и балета тоже думаю, что меня помнят очень хорошо. Ну и им, в общем-то, тоже как-то в свое время очень активно. Сейчас идем шить дальше. Идемте, давайте. Ага. Я сама не швея, в общем-то, шью очень редко. Я в основном хожу, как бы выбиваю, бегаю вот, по организационным делам. Девочки, в общем-то, у нас очень хорошие, активные люди, все помогают, стараются как-то все инициативные люди. Вот сейчас, чтобы я не просила, они всегда идут навстречу, никогда не отказывают. Вот такая команда. Мы видим, тут каждый вот занят, по-моему, своим делом, да? Да, своим делом. Видите, все по-разному шьют, кто-то что-то шьет. Так что каждому по возможности, каждому по... Да. А это у нас что? Это у нас такие носилки. Носилки. Там это пока еще в секрете держим. Все-таки у каждой организации должен быть свой секрет. То есть тоже ваша идея, да, задумка ваша? Да. Это моя задумка, моя идея. Ну, когда-нибудь, да, все равно свет Божий выйдет, конечно. Мы всем покажем. Пока еще там все дополняется, что-то все-таки хотим, чтобы удобно было нашим мальчишкам. Не только тепло, но и удобно. Чтобы было многофункционально. Одна вещь, чтобы использовалась в нескольких вариантах. Вот из этого все дополняется по ходу, вот как начинаем шить, и каждый раз что-то дополняем. А как подбираются, приобретаются материалы? Материалы у нас... С материалами у нас, конечно, сейчас туговато, но тем не менее до этого нам здорово помогали медики. Медики помогали. Первые 100 тысяч нам дали детская инфекционная больница. Там профсоюз очень хорошо работает, оказывается. У нас активистка тут, которая у нас тоже приходит, работает. У нас
Розалия Васильевна Тарабукина. Она уговорила, договорилась со своим руководством, и они нам 100 тысяч дали за эти, не деньгами, естественно, а мы покупаем как бы по счету, они и сами выбираем, потом счет даем. Ага, и мы первые эти основные вот эти ткани пошли оттуда. И еще, опять-таки, первая поликлиника нам тоже 100 тысяч, на 100 тысяч выделила, тоже выделила. И эту медколледж 37 тысяч, вот так, с миру по нитке. Еще, что удивительно, на второй или третий день у нас зашел мужчина один, совсем незнакомый человек. Но он представился как Новиков Аивол Владимирович. Он принес флис от такой толщины, сколько там метров, мы не посчитали. Короче, оттуда мы 40 этих толстовок шили. Это очень значит, много, да? очень много, наверное. Это где-то, сейчас скажу, где-то 50 или 60 метров, наверное, там было, погонных Ничего метров. себе. Ага. Ну, очень большой тюк был. И он же дал вот эти наши, до сих пор мы пользуемся вот эти замки, всякие вот эти аксессуары, липучки. Он все это он дал. Ага, еще мой театр оперы и балета тоже, девочки тоже принесли именно метровую одежду. Они тоже здорово нам помогают. Они тоже там сидят, шьют. Сейчас вот собираются. Ну, уже, наверное, улетают. Вот во вторник они должны улететь на гастроли. Вот там шьют, они сидят, шьют футболки. Так что театр оперы и балета, именно вот производственная часть. Вот они на стороне не стоят, они нам тоже помогают, чем могут. Вот так. Ажура нам дали вот для этих... Для рюкзаков тоже ткани очень хорошие, плотные такие ткани дали. Вот, так что с миру по нитке вот так. Каждый понемногу. Каждый понемногу, но все что-то кто-то что-то вносит, естественно. Вот теперь. Да, я хочу показать как раз, что у нас вот такая вот балаклава получится, да, примерно. Да, такая в итоге. балаклава. Да, такая балаклава должна получиться. В принципе, даже наглядно посмотреть не так сложно вроде и... Да? Не так сложно. Ага. Каждая хозяйка, если захочет, мама захочет, сошьет. Разобраться и сшить. Ага, ну да. Очень старая машинка, кстати, да? Эта машинка старая, но надежная. Да. Да, очень надежная. И как мы там сшили? Как мы там завернули, да? Ну да, завернули так. Это лобная часть. Ага, покажете, да? Вот такая. Вот лобная часть получилась у нас в шапке балаклавы. Вот так. Ага. Всё. Сейчас это. Так, это задняя часть. У нас что-то осталось, что ли, так? Вот что-то. Вот это осталось. Мы первые дни, конечно, начали из того, что у нас как бы 20... Вообще-то наш штаб организовался 25 сентября. И нас там практически двое было, но тем не менее общественная палата нам здорово помогала в то время. Ну, под их руководством мы работали. И в тот день Бугаев, 26-го, Бугаев сказал, что нужно собрать именно такие аптечки для наших мобилизованных и индивидуальные. Тогда задумались. Оказалось, что не во что. И мы тогда задумались, нужно шить аптечки. Это в наших силах. Женщины могут это шить в силах. Мы тогда просто представления не имели, какая сумочка должна быть, аптечка. Но тем не менее мы начали, вышли в народ. Начинали вы с аптечек, да? Вышли, сначала призыв сделали по всему этому, по WhatsApp. Есть такая вещь, как WhatsApp, это вообще хорошая вещь. Вышли с призывом к нашим женщинам республики.
И тот же день, 3 дня и 3 ночи. Откликнулись. Откликнулись. Прямо такое было дело, что 3 дня и 3 ночи спать не давали практически они мне. Писали. Писали, не только писали, они Звонили, писали, кто как что. И начали шить со всей республики. Уже буквально через несколько дней уже первые неуклюжие, но тем не менее. Аптечки появились первые. Кто Какие-никакие. Да, какие, конечно, конечно. уже была возможность уже упаковать аптечки для наших парней. Ну вот и пошло-поехало. Потом уже задумались буквально 30-го, ну, 30-го, по-моему. Короче, с 1 октября мы до этого, за день до этого, воскресенье, короче, встретились. Я, руководитель этого КР и руководитель Хотутента Афанасий Махатыров, я и Александра Савична Кулисова, мы втроем встретились. Я их специально позвала, чтобы как-то решить вопрос именно не только с аптечками, что тут уже буквально через 2-3 дня уже видно было, чего нам не хватает. Нам не хватало очень многого. У нас не было, ничего не было, можно сказать. Ну, люди привозили, конечно, кто что мог. Некоторые старые свои вещи привозили, но мы их не принимали. Кто-то пальто привозил, кто-то даже шубу привозили, вот такие вещи. И потом уже взялась уже наше правительство, действительно. А до этого была такая, первые дни особенно, было такая, непонятно было. Непонятно было, из этого мы втроем сели и обсудили, чем можем помочь именно нашим детям. И решили начать с аптечек. Нужно шить очень много аптечек, очень много. Сказали, чтобы всем хватило. И Колесова Александра Савична сказала, я предоставляю свой цех, половину. Приходите, пожалуйста, и начинайте шить. И под, как бы, она все-таки действительно нам предоставила и помогала, как все-таки первые более такие профессиональные аптечки пошли оттуда. И сейчас мы уже обеспечили, можно сказать, всей республикой, со всех районов отправляли. Ну, сейчас я думаю, что мы уже обеспечили аптечками наших, ну, футлярами вот этими, наших мобилизованных. Из этого сейчас, потом уже аппетит приходит во время еды, естественно. Вот решили создать все-таки цех такой, чтобы можно было теплые вещи шить. Опять-таки отозвались наши женщины. Вот видите, как тут без остановки у нас работа идет. Минимум, вот рабочие дни нас так мало, а в субботу, воскресенье нас бывает очень много. И как часто вот вы... 4 человека ушли же. 4 человека уже ушли. Вот так, как бы попеременно вот так работаем, рабочие дни. А так в субботу, воскресенье... И в какую периодичность вы отправляете вещи? Вещи. Мы вещи накапливаем, но стараемся накапливать вот Побольше, побольше. Видите, вот сейчас теперь у нас пока стоит вот эти вещи нательные вот кольцоны. У нас еще толстовки еще есть. Еще хотим потихо уже вот такие носилки отправлять, рюкзаки. Отправили же. Да, отправили. Первые 10 рюкзаков уже отправили. Так что работа идет потихой. Ну, если была бы ткань, конечно, у нас еще работа была бы еще больше, наверное. Стропа была бы. Нам необходима стропа. Нам необходимы плащевые материалы, вот такие утепленные, стеганные материалы нужны. Нам нужен фриз. У нас как бы так получилось, что кто-то специализируется,
кто-то на что-то, в общем-то. В основном в возрасте люди у нас любят сидеть на толстовках, на этих брюках. А вот те, которые помоложе, им нравится вот экспериментировать, им нравится что-то делать новое все-таки. Ага. Так что у нас работа очень интересная. У кого есть время, приходите к нам, мы будем рады. Мы каждому человеку рады. Вот так. У нас тут завершающий уже, да? Да, ну как бы завершающая. Ага. Как уже сказала Ирина Егоровна, здесь у нас копятся вещи, потом отправляются. Это у нас футболки. Ну как Тоже Олаш? материал очень такой теплый. Вот. Это получается костюм, да? Футболка, брюки. Да. Ага. Такие. К телу, Нательные, как называют? Термобелье. Как да. Да, термобелье. Ага. Новое название. И вот толстовки. Вот такие. Видите, вот с знаком Улокины. Поближе. Ага. Ну и то, что Ирина Егоровна И вот то, что я сейчас шила, надела. Все, буквально там 20 минут, да, и готово было. Даже меньше, наверное. Ага. Получается, сколько можно сшить таких, да? Ага. Ирина Егоровна, спасибо вам большое, спасибо вот всем женщинам, которые сейчас здесь в данный момент трудятся, да, делают доброе, благое дело, шьют очень нужные, необходимые вещи. Спасибо вам еще раз огромное. Не обходите вниманием тоже. Ну, все-таки, когда вот вы приходите, все-таки народ нас видит и понимает, что это нужное дело. Чтобы во всех районах как-то нашу инициативу поддержали. Вот хотелось бы так. Ну и вам удачи и спасибо, то, что совместили приятное с полезным, продемонстрировали мастер-класс по пошиву. Спасибо. Хорошо. Ну а мы с вами прощаемся, увидимся на телеканале Якутия 24.